Завершился 2024 год. Каким он оказался для Абхазии с точки зрения состояния экономики? Как пополнялся и осваивался бюджет? Насколько тяжелый урон нанес экономике страны энергокризис? А также какие прогнозы можно сделать на следующий год? Обсудим эти и другие вопросы с Фатимой Камки, директором Института экономики и права Академии наук Абхазии, профессором. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, Добрый что день. пришли к нам. Итак, как бы вы в целом, скажем так, оценили уходящий год, прошедший год с точки зрения экономики все-таки нашей страны? Где были некоторые прорывы или просто позитивные моменты? А в чем все-таки можно сказать, мы просели, не доделали, что-то не получилось? Ну, общую оценку, наверное, я бы знаете, хочется всегда все равно позитивно, какие-то вещи. Я думаю, это лучше для человеческой психики. Поэтому будем говорить о том, что, я думаю, в целом 24-й год, он шел продолжением развития 23-й год. Потому что вот все отчеты, которые я смотрела за Министерство экономики за 23-й год, они достаточно позитивные. Там плюсовой момент и повышение количества предприятий разного рода, и в целом повышение заработной платы. И, по сути, 24-й он был как бы продолжение до достраивания всех тех позиций, которые в положительном отношении стали решаться в течение 23-го года. И, по сути, я думаю, что на первое полугодие вот этот элемент преемственности продолжения, он четко просматривался. Я думаю, что буквально это на виду всех, если обращаться ко всем людям, просто гражданам, которые живут в Абхазии, то мы видели достаточно подъем в сфере строительства. Это буквально вдоль трассы элементарно просматривается, если ехать от границы ПСО в сторону Сухума. И, кстати, может быть, в меньшей степени это видно от Сухума в сторону Восточной Абхазии, но, тем не менее, и там именно строительная активность, как один из таких серьезных показателей, на мой взгляд, он, собственно говоря, налицо. И в 2023 году достаточно увеличилось количество предприятий. Я думаю, что в 2024 году просто пока не все показатели есть, потому что обычно подводят уже буквально в начале после года. праздников. Да, но вот в этом смысле есть. Обнаружились некоторые проблемы, как бы вовне каждый человек почувствовал это через энергокризис очень остро. Но, как мне представляется, если брать на уровне таком междисциплинарном анализа, не только с точки зрения экономики, политическом, геополитическом. Кстати, мало берутся за анализ культурно-социологическом, или социально-культурологическом аспекте. У нас есть... мы подошли к черте, когда надо определиться очень четко с принятием вызовов современности в том плане, что такими спокойными, как я это понимаю, с такими спокойными темпами за счет очень своих ресурсов, поступательно, медленно, без напряжения колоссального, очевидно, вот этот ресурс был исчерпан, как я понимаю. И общество оказалось не готовым к тому, что надо принять другой ритм развития. То есть, когда надо выйти, конкурировать с большими единицами, экономическими в том числе. И здесь вот эта неготовность наша внутренняя, она, мне, как я думаю, это основная причина всех слоев общества к тому, что мы оказались в достаточно высоком конфликтогенном состоянии внутренне, и нужна серьезная проработка с этой точки зрения, соотнесение себя с миром, в мире, с точки зрения тех вызовов, которые все испытывают, и особенно наши
партнеры и друзья, с кем у нас сохраняются отношения, и без этих связей мы себе не видим будущего. Почему мы не были готовы к ситуации, энергокризис, да, действительно, была же речь о том, что к 2025 году будет сокращаться российская помощь, кое-где и полностью. То есть Абхазия должна была уже обеспечивать какие-то вещи, какие-то экономические сферы самостоятельно. Как так получилось? Почему мы не были готовы? И насколько мы можем своими ресурсами при, может быть, какой-то интенсивной работе, о которой вы говорите, скажем так, отвечать вот этим вызовам экономическим? С тем, чтобы действительно была экономика независимая в том плане, что самостоятельная, скажем так, даже. Я думаю, знаете, у нас получилось в рамках политической, экономической элиты оказалось разное видение, может быть. Я думаю, что здесь вроде бы цель разделяется всеми. Хотя здесь тоже сложно сказать. На сегодня я бы отдельно поставила задачу вообще анализа в целом в политико-правовом отношении уровня восприятия тех целей и задач, которые стоят перед обществом. Потому что, например, я думаю, есть абсолютное единство всех частей в обществе, что нам нужна государственность, но государственность – это очень сложное явление по структуре, по содержанию, по наполнению. И вот здесь уже, как наполняется вот это построение государственности, вот здесь уже наступает время и поле для работы разных элит. И эти элиты должны садиться и работать над тем, чтобы определяться и вырабатывать единство относительно инструментов и механизмов, как достигать нам этой общей цели. И с этой точки зрения я думаю, что нет ни единства, ни концептуального уровня решения этих проблем совокупности. Потому что должна быть некое подобие общественного договора между властью и обществом относительно целей и задач, и это должно состояться. Потому что, еще раз подчеркиваю, во всех этих сложных ситуациях мы наблюдали, что по целям вроде бы различий нет, все едины. Собственно говоря, почему происходит такой достаточно накал страстей, очень серьезный. И я думаю, что недоопределились мы все вместе. Это такое, я думаю, итог под Новый год, что надо садиться политической, интеллектуальной, духовной элите, экономической, соответственно, и вырабатывать единство, потому что понятное дело, что единство, слово тоже относительно, с точки зрения Эйнштейна, относительное единство должно быть. Абсолютно все не могут одинаково смотреть на проблемы, тем более, если они носят серьезный и сложный характер. Но единство надо вырабатывать и принимать решения, безусловно, надо. И с этой точки зрения, я думаю, что мы подошли к итогу 2024 года, я думаю, что с осмыслением вот этой серьезной, очень серьезной проблемы. И, кстати, осмысление этой проблемы далось очень недешево. И с точки зрения не только экономических затрат, но в буквальном смысле потеря человека, который символизировал достаточно конструктивные силы на площадке парламента. Я имею в виду ту жертву, которую, я думаю, это жертва не только семьи, но и для всей Абхазии, потому что концентрация конфликтогенности, она вышла, как мне представляется, если брать это не на уровне деталей, как это произошло, на уровне, подчеркиваю еще раз, социокультурных процессов, в целом политико-экономических процессов. Я думаю, что концентрация, напряжение, накал, он вылился таким образом.
Как будет дальше развиваться наша экономика? Как нам становиться более самостоятельной? Мы сейчас больше не об итогах, видите, как-то так получилось, а говорим о будущем. Но это, наверное, так и должно быть, да? Из бюджета сейчас, вот когда оплачивали переток, из бюджета вырваны достаточно большие суммы, весомые для нашей казны, скажем так. Как теперь, вы думаете, это отразится на нашей экономике? И есть ли какой потенциал есть у Абхазии восполнить, скажем так, вот эти потери, раз, и вообще хорошо зарабатывать, чтобы экономика хорошо работала? Я думаю, что, знаете, если можно много говорить о том, что не было сделано и многое за эти 30 лет. Можно говорить, было бы здорово, если бы там, мы имели, допустим, уже оглушительные успехи, было бы здорово. Но я думаю, что я бы предложила, знаете, какое-то очень серьезное конструктивное объединение экономистов, как своих, так и приглашенных. Потому что то, как я опять наблюдаю, знаете, я вот сознательно ухожу от своего конкретного видения, потому что нам очень серьезно надо научиться опираться на знания, на серьезные научные исследования. Без них в современном мире практически не выжить. И я думаю, что это должен быть коллективный труд людей, может быть, отдельная конференция, на которой бы озвучены были результаты. И хочу сказать, что явно и очевидно, что в современном мире многие государства пользуются такой возможностью, как развитие и решение своих проблем, чтобы не отстать таким механизмом, инструментом, как инвестиции. Этим пользуются, но еще раз подчеркиваю, когда берутся все люди анализировать, что это политизировать и так далее, я думаю, что когда сядут думающие серьезно люди, которые могут расчеты производить, то мы с вами, естественно, придем к тому, что... Но умелое пользование этим инструментом может быть только залогом успеха, безусловно. Какие секторы были наиболее успешны в 2024 году? Как бы вы оценили? Туризм, сельское хозяйство? На что вот ваше внимание было обращено, когда вы думали над тем, как придете сюда, чтобы нам рассказать свои выводы? В чем я хочу сказать, что средний бизнес, я думаю, что в основном вышел в сфере, безусловно, услуги, туризма и торговли. К сожалению, экономисты пользуются цифрами, такими, что сколько зарабатываем и сколько тратим, если просто сказать, Соответственно, вот эти показатели пока в Абхазии страдают с точки зрения того, что мы тратим намного больше, чем зарабатываем. И с этой точки зрения вот этот основной показатель. Вроде анализы, видите, я прям бумажками обросла, цифры. В целом положительная динамика, по целому ряду показателей сфер деятельности. В целом положительная динамика. По плановым цифрам не везде все вытягивается, но самый главный показатель, что тратим мы больше, чем доходы поступают в казну. Я думаю, что здесь... То есть в долг, получается. Многофакторная эта проблема. Можно говорить об отдельных моментах. Вот мы с вами сейчас об инвестициях говорили. Можно ли вообще... Я думаю, что любая команда, которая придет к власти, столкнется с тем, что проблем очень много, и надо научиться зарабатывать сразу много. Это проблем сразу много надо научиться, потому что потребности по мере развития общества растут. И идет амортизация очень серьезная объектов инфраструктуры, в которых тоже надо вкладываться. Мы должны также понимать, что запросы общества, они усложняются,
и потребности и у молодежи и так далее, они становятся более дорогостоящими. Нам этот момент вообще, безусловно, тоже надо учитывать, иначе мы будем думать, что как Мгм. по старинке не получается. Ну и как это Поэтому, сделать? Я думаю, что вот этот конфликт, с которым мы столкнулись к концу 2024 года, он как раз является показательным. Нам придется определиться, как бы ни было это сложно, нам придется принять решение. Либо мы идем дальше очень медленно, но так мы можем растерять молодежь, потому что они могут выбирать другие места. У нас там встреча была, например, да, и в Академии наук, и представитель Россотрудничества. Вопрос ему задали. Мы, спасибо большое, даете места обучаться, особенно там и редким профессиям. И наши коллеги спрашивают, как сделать так, чтобы наши специалисты возвращались домой. Но если мы хотим, чтобы специалисты, молодежь, демография, а это сразу демография, это и рабочие руки. Если мы хотим, чтобы им должно нравиться здесь жить, они должны видеть в этом перспективу. И вот здесь очень серьезное противоречие, дилемма. Ее придется нам решать. Есть один, еще раз подчеркиваю, важный момент, позитивный, который в этом контексте нам надо все время иметь в виду. У нас есть поддержка со стороны партнера стратегического. Мы сегодня подводя итоги, анализируя в конце года, да, как и соглашение о взаимном признании научных степеней и ряд других. То есть со стороны России есть поддержка в вопросах строительства государственности, развития. И я думаю, что когда есть такое взаимопонимание и поддержка, то многие проблемы могут быть с меньшими опасениями рассматриваться, и смелее придется двигаться вперед. Вот смелее, как мне представляется. Ну, реальный рост показала турсфера, насколько я знаю. Наше производство вин тоже как-то показало себя на международном уровне. Да. Вы, наверное, в курсе, да? В курсе, да. Во Франции выставлялась продукция Абхазского винзавода, виновода Абхазии, и там достаточно такое резонансное явление оказалось все это мероприятие. Вот что вы думаете, какие у нас есть моменты, которые себя показали хорошо в прошлом году, и которые, еще как бы не весь потенциал свой исчерпали, и что нужно развивать тоже виноградарство, да, это производство аграрный вина. сектор. Да, кстати, Институт сельского хозяйства отмечал 130 лет. Да. Очень помпезно. И то, что там субтропические культуры, и тоже они демонстрировали свои успехи в этом. Поэтому, да, конечно, есть, я думаю, то, что надо сохранять, традиционные сферы в экономике, это и субтропическое растениеводство, и также, кстати, наши специфические вещи, как бы, направления. Да, потому что так идет движение, собственно говоря, что мы же здесь и сейчас соединяется прошлое и будущее. В этом вот настоящем ведь только соединяется. Поэтому, конечно же, надо все, что в прошлом было наработано, оно должно иметь продолжение. Да, традиционные сферы, они имеют продолжение, но опять-таки хочу подчеркнуть, что и туризм, курортная сфера в целом, я бы думаю, что очень большая есть перспектива вообще в восстановлении такой сферы, как оздоровительное направление. Оздоровительное. Давно стараются. Да, потому что это даст круглогодичный приток людей, которые могли бы здесь не только в летний сезон, но и круглый год. Вот это медицина. То, что, кстати, сразу даст возможности для населения поддерживать здоровье, потому что это, соответственно, возникнет интерес в хороших специалистах в сфере медицины, и это сразу за собой тянет определенную направленность. Понятное дело, виноделие, воды вообще, потому что мы знаем, что Абхазия является одной из таких богатых питьевой водой. И питьевая вода хорошего состава,
а за ней перспектива очень серьезная. Поэтому я думаю, это направление может дать очень серьезные тоже возможности для зарабатывания. И, кстати, здесь можно использовать экономические рычаги, чтобы не завозили воды. У нас есть свое производство, возможности производить высококачественную воду питьевую, на рынок поставлять. Не только в свой, прошу прощения, но и внешний даже. Да. Наш премьер, министр финансов Владимир Делба говорил, что лидером по поступлениям в республиканский бюджет остается НДС. Вот роль налогов, в частности НДС, в том, чтобы государство больше зарабатывало. Какие процессы вы анализировали в течение 2024 года? Что вы думаете, куда дальше двигаться с налоговой политикой? Вот сейчас упрощенная система будет внедряться. Мы как раз говорили, об этом. Что вы думаете именно касательно о таком способе зарабатывания для государства? Давайте скажем так, что фискальная функция, как бы людям она не нравилась, она является одной из ключевых функций государственности. Можно по разным критериям оценивать, состоялось государство и не состоялось. Кстати, фискальная функция, сбор налогов соответствующих, финансовых, в казну, это является очень важным. Но, кстати, в том же, когда, относительно энергозатрат, сейчас энергокризиса, прошу прощения, говорилось в конце года, речь шла о том, что очень большая сумма набрана. Да. Я даже боюсь озвучить эту большую космическую сумму для Абхазии. Откуда она? Вроде бы работа ведется. Мы работаем и общаемся с нашими налоговиками, дают какие-то отчеты периодически, а в итоге оказалось что оказалось. Я, хочу сказать, тут же ведь разные срезы могут быть, да, и могу сказать, что наметилась не очень хорошая тенденция. Может, она и была в динамике, сложно сказать, нет расклада у меня научного, но так на поверхности то, что лежит однозначно, что есть у меня информация о том, что стало поощряться внутри общества уход от налогов. Это вопрос доверия гражданина и степень доверия к государству. Платишь деньги, контролируешь, и государство тратит надлежащим образом. Эта связь, те общества, мы часто смотрим, должны быть образцы и образы обществ, которые более успешны. Какие эти общества? Например, скандинавские страны, которые вроде бы смогли реализовать некие элементы социально очень развитых государств, и там очень высокий процент люди оплачивают налоги государству, потому что все получают бесплатно. То есть соотносимость того, что мы честно платим налоги, но мы честно имеем от государства, соответственно, той заботы касательно образования, здравоохранения, безопасности и так далее, и так далее. Здесь момент соотносимости. Эта линейка, она не выстроена таким образом, что надо поощрять налогоплательщика, который честно это делает, но налогоплательщик должен иметь возможность понимать, как тратятся эти деньги. И еще раз хочу сказать, что здесь, может быть, тоже надо бы изучить эту практику и опыт, потому что именно эта связь, она придает устойчивость государственному развитию. Кстати, власть начинала как-то инициативы по выводу из тени каких-то доходов, заработных плат и так далее. Как вы думаете, это должно сейчас развиваться? Нельзя же, наверное, оставлять это на полпути, скажем так? Да, это правильная тенденция. Потому что там, где этот элемент доверия и отношения к государству, что оно наше государство, и нам надо оплачивать. Ведь мы небольшая республика относительно, это легко
калькулировать, сколько Да. денег, и как потратили. Куда Не уходят случайно и эти так далее. скандинавские привожу, потому что они тоже, собственно говоря, не очень Мелкие большие такие, небольшие государства. страны, да. Для сложно организованным государством сложно, например, каковым, в частности, Российская Федерация, мы даже соотноситься невозможно, потому что это очень сложное в этом смысле государство. А вот у нас вот с этой точки зрения есть некий карт-бланш, что мы могли бы это выстроить, поощрять людей, которые зарабатывают и приносят прибыль государству, тем самым укрепляя свою государственность, потому что мы говорим, что во время войны надо силой оружием прямо стоять, а в мирное время это вроде бы проще зарабатывать и делиться. Очень сложно приходится, да. Был приостановлена финансовая помощь, топливный кризис, энергетический кризис. То есть все это 2024 год. Сейчас причинно-следственные связи, если говорить, у нас, наверное, слишком много времени на это потребуется. Хотелось бы понять, как в этом плане, вот во всех этих вещах жить, допустим, без финансовой подпитки, те же социальные выплаты, да, и справляться с кризисами разного рода. Так хочется мне сейчас, знаете, оптимистично так сказать. Вот конфликтологи, знаете, как говорят, не расстраивайтесь, когда есть конфликты. Конфликт – это поиск новых возможностей. Вот я хочу сказать. Ну, конечно, это к нам относится, безусловно. И я думаю, что мы должны брать это как бы в расчет, в угол зрения. Что касается, как я понимаю, конечно, я не входила в состав людей, которые принимали решения у власти. Но как я сейчас, я думаю, все анализируют. И из той информации, которая есть, с учетом того, что в 2025 году и так планировалось, собственно, чуть раньше оно наступило, я так понимаю, что большой объем вопросов вот этих проблемных, которые могли западать на этом фоне, видимо, предполагалось, что будут сниматься за счет вот этих крупных инвестиционных проектов, проектов, потому что, конечно, я думаю, что экономисты могли бы очень детально по узким сферам в цифрах давать расклады, потому что крупные инвестиционные проекты в любом случае приносили бы вот как раз за счет То есть налогов. один из выходов. Да, определенные все равно финансовые потоки, они бы шли в казну, и часть вопросов, скорее всего, могла бы быть, я думаю, что решена и снята. Что касается относительно того, как нам научиться выживать, я думаю, что еще один очень важный момент, на который, опять-таки, на всех уровнях надо принимать нам в расчет, это то обстоятельство, что мы живем в очень сложном мире. В том плане, что то, что Россия находится фактически в состоянии открытого военного противостояния, притом противостояния чрезвычайно сложного. Мы видели, что произошло в Сирии, какие чрезвычайно сложные процессы происходят. Они сопряжены вот с переходом. Мы живем в революционное время для человечества. Оно не видно с точки зрения того, что не во всех странах прям перевороты осуществляются, и слава богу. Но если всерьез брать, то мы же должны понимать. Допустим, РБК приводит такие цифры, что 75 миллионов могут оказаться вообще невостребованными ввиду того, что будет искусственный интеллект работать. Понимаете, буквально на днях я столкнулась с выводами Илона Маска о том, что к 30-му году, представляете, к 30-му году искусственный интеллект будет опережать уже в совокупности человеческий интеллект. Он догонит. Давайте поговорим лучше о экономике. Искусственный интеллект... Я хочу сказать, что это как раз то, что будет определять то, как будет двигаться экономика. И этот контекст, он очень для нас сложен. И я вас сейчас понимаю, что он очень сложен. Но мы должны приготовиться к тому, что напряжение, которое есть в мире, оно будет нас затрагивать так или иначе. Будем готовиться.
Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что о том, каким оказался для Абхазии 2024 год с точки зрения состояния экономики, а также какие прогнозы можно сделать на следующий год, 2025, мы говорили с Фатимой Камки, директором Института экономики и права Академии наук Абхазии. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Я хотела бы поздравить всех с наступившим Новым годом. 2025-м, очень красивым по звучанию, четверть века. И я бы очень хотела пожелать всем в Абхазии мирной жизни, видеть перспективу развития и чувствовать себя увереннее, несмотря ни на что, потому что человек всегда жил проблемно, но справлялся. Я думаю, что все будет хорошо. Спасибо.